Всем привет! Мы рады вас приветствовать на канале Матвея Ядренкина. Сегодня у нас 12 июля 2024 года. Вот такая вот у нас сегодня погода. Хочется одеться вот так. Сегодня плюс 16 температура, и мы сегодня с вами, друзья, отправляемся в Нуримановский район, туда, немножечко на северо-восток, наверное, да? Да, на северо-восток Башкортостана, и посетим, ну, вообще мы едем отдыхать, конечно, для начала, да, потому что явно есть вот это трендовое слово «выгорание» и истощение эмоционального организма. Блин, ну, тяжелое, короче, лето, какой-то тяжелый год, ну, реально, может быть, не только у меня, и у остальных. Если это так, то напишите в комментариях. Поделитесь своей историей, откройте душу, друзья. Как обычно, долили масло, мотор как жрал, так и жрет. Если у вас есть, кстати, какие-нибудь предложения по EJ25, что сделать с ним, чтобы он не жрал масло, то я готов выслушать. Мне это, в принципе, очень даже интересно. Только не надо говорить, что облить бензином и поджечь. Или выкинь этот хлам и купи Ладу Гранту. Не надо. Так вот, мы едем отдыхать с друзьями, со всей семьей. И кроме того, что мы просто едем отдыхать, мы обязательно посетим интересные красивые места и покажем вам их в нашем ролике. Так что усаживайтесь поудобнее, берите попкорн, семечки, чипсы и погнали вперед. Отправляемся в путь. Не закрылся. Все, поехали. Друзья, наиболее актуальным выездом на текущий момент для выезда из Уфы в сторону северо-востока является новая построенная дорога, так называемый Восточный выезд. Эта дорога платная, как пишут в многих источниках, она частная, не государственная, построенная на чьи-то деньги, средства, скажем так. И эта дорога, она очень хорошая, удобная. Она выводит нас сразу же на федеральную трассу М5. И довольно-таки быстро, легко можно попасть в сторону Иглино, ну и вообще во все вот эти вот направления северные. Но есть такой вот минус. Покажите, пожалуйста, туда. Минус следующий. Этот восточный выезд у нас, зараза, перегружен. Почему, друзья? Потому что проклятый, как я каждый раз об этом говорю, Шакшинский мост уже ремонтируется какой год подряд. Мы в прошлом ролике стояли в пробке, когда ехали зимой кататься в Павловский парк. И тоже стояли там в пробке. Там куча негатива, все злые. И, наконец-то, этот мост закрыли к чертям собачьим. И закрыли его примерно на месяц. И поэтому весь основной поток сейчас едет через Восточный выезд. Друзья, простояли мы минуты 3. Это обычный будний день, ну, скажем так, пятница, да. Но что здесь творится в выходные, я даже боюсь представить. Но это, я считаю, конечно, недоработочка какая-то. И, наверное, она когда-то исправится. Но 100 рублей за то, чтобы постоять несколько минут, решать вам. Поехали дальше.
До озера родника Сарва от Красной Горки ехать примерно 30 минут. Практически вся дорога – это знакомая всем автопутешественникам трясучая гравийка, преодолевая которую то и дело начинаешь слышать в машине новые звуки. Но оно того стоит, так как виды вдоль этих дорог всегда завораживающие. И вот буквально последний поворот, и нашему взору открывается образованная более 100 лет назад деревня Сарва. Да-да, уже в процессе монтажа я понял, что ударение в названии деревни и, возможно, самого родника я изначально поставил неправильно. Друзья, ну вот мы и находимся возле озера Сарва. Доехали мы все-таки до него. В этом году мы первый раз едем по трясучке. На Павловку мы не ездили, как вы поняли уже по нашим роликам. Не получилось у нас поехать на Павловку. Возможно, мы поедем позже. Ну, в общем, мы здесь. Озеро Сарва. Это одна из самых главных достопримечательностей после Красного Ключа, конечно же, в Нуримановском районе. Глубина озера достигает 38 метров. И его происхождение, разумеется, карстовое. Размер озера 30 на 60. И вода, конечно, здесь очень чистая, прозрачная, красивая. Замечательное, потрясающее место. Оно находится в одноименном поселке под названием Сарва. Из него вытекает также ничто неудивительно совершенно река Сарва. И чуть дальше она уже впадает у нас в реку под названием Уфа. Озеро Сарва или Сарвинское – памятник природы, карстовая воронка, уходящая на большую глубину, по разным данным от 30 до 50 метров. Из Сарвы вытекает одноименная крупная река, которая через 17 километров впадает в другую реку – Салдыбаш, притоки реки Уфы. До озера вода течет под землей, в карстовых полостях. Расход воды этого огромного родника более 1000 литров в секунду. Обычно вода озера имеет красивейший голубоватый оттенок, но цвет озера может меняться в зависимости от погоды и времени года. Также еще хочу отметить, друзья, что место очень тихое, спокойное и такое умиротворенное. Ну, люблю я такие спокойные места. И здесь еще, кстати, строится глэмпинг. Есть вывеска. Возможно, скоро здесь появится место для отдыха на берегу этого потрясающего, замечательного, уникального, я бы даже сказал, памятника природы. Кстати, пока сюда ехали, мы задались вопросом, как правильно называется все же это озеро. Сарва или Сарва? Напишите, пожалуйста, друзья, в комментариях, как правильно. Особенно, я так понимаю, местные любят смотреть видео про то, как снимают ролики про их родные места. И, кстати, мы выходим на довольно-таки классную площадку, с которой как раз открывается вид. И здесь потрясающе видно, как резко уходит дно, друзья. Прямо вообще очень резко уходит дно. Если честно, даже немножко не по себе здесь стоять, находиться. Ну, потому что у меня в руках телефон, который пишет в петличку звук. Еще фотик наш, зеркалка Canon до сих пор висит. Ну, классно, классно. Очень классное здесь, конечно же, место. В окрестностях много карстовых провалов. Подземные реки, питающие озеро, часто встречаются на Уфимском плато. Возможно, река, создавшая озеро-источник, берет свое начало в предгорьях Урала, на границе с Челябинской областью. Северный берег Сарвы обрывистый, покрыт хвойными и лиственными деревьями, южный – безлесный. С меня снимаешь?
Насладившись завораживающими красотами озера и контрастными видами самой деревни Сарва, мы отправляемся в Красный Ключ, благо ехать нам до Красного Ключа совсем недолго. По пути проезжаем деревню Новобедеево, на окраине которой расположился завод по производству брендовых пенных напитков. Это место мы обозревали в нашей прошлой поездке в Нуримановский район, так что не будем углубляться в детали, а поедем дальше. Друзья, ну, в общем, мы приехали в Красный Ключ, село Красный Ключ, улица Горького, дом 6. Ну, в общем, вы, наверное, кто смотрел наши ролики, знаете этот адрес. Мы здесь отдыхаем каждую зиму. Мы приехали сюда летом, в июле. И вот Красный Ключ нас сегодня встречает вот такой вот погодой. Так что будем сейчас располагаться и потихонечку отдыхать. Накатались мы сегодня. Сарва, трясучка. У меня в машине что-то гремит справа. Видимо, по приезду в город придется заезжать в автосервис и смотреть, что там происходит у нас с ходовкой. А пока давайте располагаться, отдыхать. Добравшись до Красного Ключа, до места, которое нам до боли знакомо, разгрузив почти битком набитую вещами и оборудованием машину, можно было наконец-то немного отдохнуть в ожидании прибытия остальных участников уикенда. Послушать чиллаут на старой доброй колонке «Гармония», которая, к сожалению, пригодилась в этот раз только для этого. И, конечно, наслаждаясь при этом вкусом дагестанского вина и красивыми видами. Здравствуйте. Здравствуйте. Машина открыта. Копошение происходит. Копошиться надо, копошиться. Так. Он еще пошел, сейчас тут кроссовки переодевал и пошел их относить домой. Он еще не до конца копошился. Ладно, пойдем ждать. Копошение прошло успешно. Выезжаем. Итак, друзья, доброе утро. Да, доброе утро. Сегодня у нас 13 июля. 13 июля, и сегодня мы до сих пор находимся в поселке Красный Ключ. Мы сейчас отправляемся в сторону всяких достопримечательностей местных и хотим прокатиться по следам бывшей узкоколейной железной дороги, которая здесь была. Кстати, в одном из роликов я об этом рассказывал. Ну, сейчас попробуем посмотреть, сохранилось ли там что-то, хоть какие-то артефакты, может быть, найти интересные. Вот, также съездим в Павловский парк. Наверное, обязательно посетим самую важную достопримечательность, главную Красного Ключа. Это источник Красный Ключ и его парк. Ну, а потом вернемся, и развлекательная программа, баня, песни под гитару и все такое. Так что спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами, поехали. Приключения себе искать на 5-ю точку.
Между местом, куда мы направляемся, и Красным Ключом находится населенный пункт Яман-Порт. Это место не зря так названо, так как именно здесь лес, доставленный по узкоколейной железной дороге, грузили на суда и отправляли вниз по течению. До небольшой деревни устья Яман-Гилги от Красного Ключа ехать буквально 10 минут. Лично мне это устье напоминает чем-то Абхазию. Там тоже есть похожее место – устье реки Гумиста. Правда, устье и мост там в разы больше, но что-то схожее тем не менее есть. Ну вот, друзья, мы проехали буквально 10-15 минут, и вот я прямо сейчас иду по маршруту, где раньше проходила узкоколейная железная дорога. Здесь где-то передо мной сейчас будет мост, и посмотрим, насколько этот мост сохранился. Ну, по картам он выглядит примерно вот так, и напоминает это, ну, действительно о том, что здесь проходила железная дорога. То есть прям вот даже, прям вот здесь вот ходили составы. Пойдемте смотреть, друзья. Ну вот, собственно, друзья, мы видим самые первые признаки того, что здесь была железка. Это следы от шпал. То есть здесь лежали шпалы, а теперь здесь жилые дома. Вот, кстати, сама река Яман-Елга протекает. Там вон домик какой-то старый. Здорово, интересно. И смотрите, какой потрясающий старенький мост. И, кстати, обратите, друзья, внимание, что он металлический, основание у него металлическое. А вот это вот вставки явно были для того, чтобы здесь лежали шпалы, друзья, да? Обязательно. Здорово. Лично меня это очень впечатляет. Мы идем по историческим местам. Яман-Елгинская узкоколейная железная дорога была одной из самых длинных узкоколейных железных дорог в СССР. Протяженность ЖД-полотна составляла почти 90 километров. Нулевой километр Яман-Елгинской железной дороги был поселок Красный Ключ. Также к ней были присоединены еще две УЖД. Суммарная протяженность сети с учетом Симкинской и Юрезанской узкоколейных железных дорог составляла не менее 250 километров. Основная деятельность – это перевозка древесины из лесов Южного Урала к воде, реки Уфа и Юрезань. Перевозились иные грузы, ходили пассажирские поезда, в том числе по маршрутам Красный Ключ, Урмантау и Красный Ключ, Отняж. Конечно же, то место, где раньше находились пути, уже довольно солидно заросло. Узкоколейная железная дорога была демонтирована примерно в 2012 году. И, к сожалению, если бы я знал, что она здесь когда-то была, в то время, я бы обязательно приехал, посмотрел бы, прикоснулся к этой истории. Но, блин, приоритеты были расставлены по-другому. Ну или, в принципе, я не знал о том, что она здесь когда-то существовала. Ну, друзья, все-таки удивительно. Даже вот сейчас я здесь нахожусь, и мне так интересно, приятно представлять, что прямо вот здесь, когда-то гремя колесными парами, передвигались подвижные составы на паровой тяге, на дизельной тяге. Ну, это здорово, друзья, я считаю, очень здорово. То есть я прям иду в том месте, где когда-то все работало. Возили лес, перерабатывали его потом на фабрике. Все когда-то было, друзья, было вот так вот. Работало все. А сейчас что? Сейчас тропинка и лесок. Обзор от Матвея Ядренкина и обзор на Матвея Ядренкина. Ну, очень прикольно. А ты для чего снимаешь? Для тебя? Для меня? Так я только что сам для себя снимал. Друзья, смотрите, мы же искали артефакты, да? И мы их нашли. Смотрите, это шпала, остатки уже гнилой шпалы. И гвоздь, который держал, скорее всего, ну, сам рельс. Или основание, на котором рельс
держится. Какое тебе место напоминает, Тимур? Это Когда локация. идешь по этой локации? А ты такое ощущение, как будто ты в Абхазии находишься и идешь в сторону Шукуранского водопада. Кто был, тот знает. Ну вот именно Я вот взяла это. с собой артефакт. Вот эти камни. Кстати, О, я поленился его достать. А ты его себе заберешь или мне подаришь? Себе заберу. Тогда ищите, Тебе заберу. тогда ищите еще один гвоздь, друзья. Мне нужен Ищите новых друзей. артефакт. Вот там может быть. Ну, вряд ли. Хотя его от ржавчины надо помыть и посмотрим. Монеты найти времен Ивана Грозного или Петра Первого. Ну, в общем, посетили мы это место. Впечатляет, друзья. Так что, если что, вдруг вы оказались в Красном Ключе или ехали в Павловский парк, можете остановиться, прогуляться по этому мостику. Довольно-таки приятная локация, спокойная, тихо, красиво, устье реки Яман-Елга. И всю эту красоту, кстати, друзья, не реклама, просто делюсь опытом. Мы снимаем на DJI Osmo Pocket 1. Это наш новый маленький дружок, который помогает нам в съемках роликов, которые вы смотрите на нашем канале. Спасибо, кстати, большое за просмотр. Пишите комментарии и задавайте вопросы. А мы пойдем дальше. Сейчас тоже на него снимаешь? Нет, сейчас мы снимаем на iPhone. Какой там, 15-й, 16-й? Да, 15. А вот как выглядело место, где мы припарковали свои машины, еще в не таком, как кажется, далеком 2010 году. Здравствуйте. А вы здесь уже жили, когда здесь поезда ходили, или еще нет? А? Друзья, и, кстати, вот мы идем дальше, ну, точнее, я решил пройтись по дороге, которая идет вдоль, можно сказать, бывшей узкоколейной Яман-Елгинской железной дороги. Ну, вот здесь, конечно, такой скальник, плетняк. И, если честно, даже не знаю, стоит ли нам сюда на наших пузатерках суваться. К тому же у меня что-то сзади справа гремит. Довольно-таки серьезно, так сильно даже переживаю немного. А посмотреть негде, у меня даже домкрата нет, к сожалению. Вот, и поэтому, возможно, в следующий раз, когда мы будем более лучше экипированы, например, когда у меня там появится какой-нибудь экспедиционный Land Cruiser или еще что-нибудь поинтересней, тогда мы сюда, может быть, и съездим и посмотрим какие-нибудь еще интересные артефакты, касающиеся железной дороги, кроме того гвоздя, который мы нашли. Ну, вообще дорога вот такая вот. Здесь у нас вот такой вот немного заросший, заброшенный, видимо, дом. Ну, конечно, я надеюсь, что он не заброшенный, но выглядит довольно-таки недействующий. Хотя, заметьте, друзья, линия электропередач к нему с опор подходит. Ну, значит, может быть, сюда кто-то периодически приезжает и инспектирует. Участок большой, есть постройки, сарай, даже вот калиточка была когда-то. Интересно, кто здесь жил. Кстати, запах, друзья, такой деревенско-речной, что ли. Прикольно. Ну, суваться туда не буду, здесь крапивы. И дорога у нас уходит вот туда. Ну и судя по тому, что тут у нас линии электропередач проходят с опорами, значит, цивилизация дальше есть. Ну, в общем, дорога начинает обретать более оффроудный характер. И не думаю, что есть смысл куда-то дальше идти. О, я слышу звук. О, так у нас тут брод. Дальше мы бы и не проехали, скорее всего, друзья, на наших пузатерках. Кстати, что-то едет.
Ну, в общем-то, если бы я был вот на таком автомобиле, наверное, бы я проехал. Ладно, давайте отправляться дальше. Все-таки немножко прогулялись, посмотрели, развеялись, показали вам интересные места. Пойдемте гулять дальше. What's gonna happen? Something wonderful. Дорога до Павловского парка весьма живописная. Не зря в этом уютном и ландшафтном месте расположилось столько комплексов для отдыха и развлечений. В Павловском парке мы уже были неоднократно, но только в зимнее время. Катались на сноубордах и даже делали небольшой обзор территории. Однако преддверие и трепет от ожидания посещения этого знаменательного места были недолгими. Заходишь в Хорайдель и окунаешься после парилок. С Кириллом мы пошли в момент, что реально вполне. Хороший человек должен быть, чтобы спасать. Течение ему несет. Если течение ему несет, то Сипайлова только спасать будет. Друзья, мы доехали до Павловского парка. Впервые мы в этом месте летом. Ну как летом, да. Сегодня у нас 13 июля, практически экватор. Лето, середина. Но именно вот в зеленое время года мы здесь впервые. До этого мы здесь только катались на сноубордах. И видели Павловское водохранилище в заснеженном виде, когда катаются по нему снегоходы. Сейчас здесь ходят суда, ну, небольшие такие, мы их вам обязательно покажем и вместе посмотрим на Павловский парк. Блин, ребят, короче, это очень юмористичная ситуация. Захожу я, значит, мы сначала были немножко удивлены такие, типа, может, это зимняя информация, что вход стоит. Ребята, вход на Павловский парк стоит 350 рублей. Не то, что мы жопушники какие-то, но буквально вот полгода назад мы здесь катались, мы просто платили за въезд. Никакого входа за пользование. Блин, ребят, извините, вы берете деньги за то, что люди ходят по брусчатке, по бетону. У вас совесть вообще есть, нет, друзья? Или даже вы не друзья. Короче, никакого Павловского парка не будет. Павловский парк у нас сегодня... А мы идем в более доступное, приятное и спокойное место. Хочу заметить, что живописная территория на берегу Павловского водохранилища попросту захвачена бизнесменами и недоступна простым людям. Повсюду построены базы отдыха и виллы, которые спрятаны за заборами и заграждениями из колючей проволоки, чтобы ни один диверсант не мог проникнуть на их запретную зону. Павловский парк нас по-настоящему огорчил. Нам не жалко было 350 рублей с человека, но, посмотрев позже актуальные отзывы посетителей об этом месте, было понятно, что наше решение абсолютно правильное.
Ну что ж, теперь не лишним будет задуматься о посещении Павловского парка зимой для покатушек на сноуборде. Друзья, ну вот наконец-то мы доехали до Красного Ключа, до парка Красный Ключ. И сейчас пойдем смотреть этот парк. Пойдем покажу. В парке Красный Ключ в летнее время мы впервые. Никакой оценки не поддается наше удивление тому, сколько же здесь народу. Однако это неудивительно. От Уфы до Красного Ключа можно доехать всего за пару часов, а красоты этих мест все больше и больше притягивают туристов. Но, как мною было замечено, далеко не все знают историю этих мест. В начале 20 века здесь работала мельница, где мололи древесину для бумажной фабрики. Древесину, кстати, сюда привозили по той самой узкоколейной железной дороге, остатки которой мы с вами видели ранее. В конце 19 века здесь построили одну из первых электростанций мощностью около 200 киловатт. В конце 90-х воду источника начали бутилировать, а в 2000-х построили небольших размеров ГЭС. Правда, на текущий момент она не работает, а представляет собой больше музейный экспонат под открытым небом. Как рассказывают дайверы, на дне источника на глубине около 38 метров имеется широкая ниша, из которой сильно бьет вода. Потребление воды источника Красный Ключ составляет около 6000 литров в секунду. И это невероятные цифры означают, какой колоссальный объем воды бьет из источника. Друзья, ну вот и наконец-то мы все-таки уже внутри Красного Ключа. Ну, классный парк. В общем-то, все, что можно про него рассказать, я рассказывал в предыдущих своих роликах. Вы, наверное, тоже их можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Ну, вкратце, источник Красный Ключ – это выход на поверхность воды с довольно-таки большим сильным расходом, напором. Вода имеет такой бирюзовый оттенок за счет того, что она набирается всех вот этих вот карстовых минералов, проходя под скалами. И, кстати, вообще это, ну, по сути, да, источник Красный Ключ, но на самом деле это выход на поверхность реки под названием Ямангелга, на которой мы были с вами буквально несколько минут назад, в середине, наверное, ролика. Я не знаю, сколько хронометраж этого ролика у нас будет. Вот. Сзади меня находится купель. Там можно как раз, наверное, искупаться, кто желает. Сейчас мы прогуляемся немножечко вокруг, покажем обзор. Никаких полетов с коптера, все запрещено. Поэтому наслаждаемся только видами горизонтальными с поверхности. Вода в Красном Ключе по химическому составу считается гидрокарбонатно-кальциевой. Она содержит много микроэлементов и минералов. Родник несет большое количество известняка с водой. По этой причине вода имеет зелено-голубой оттенок. Температура воды, независимо от погоды и времени года, всегда составляет порядка 5 градусов. Кроме того, в Красном Ключе недалеко от самого родника находится цех по розливу минеральной воды «Красный Ключ», которую затем продают с доставкой по всей России.
В нижней части парка можно наблюдать сам выход воды из озера, а чуть дальше остатки деревянных конструкций, которые раньше представляли собой запруду для работы мельницы. Местами можно также найти каменные жернова для перемолки древесины. Здесь родник Красный Ключ впадает в реку Уфа, благодаря чему в зимнее время на несколько километров образуется незамерзающая полыня. Этим пользуются дикие утки, которые не улетают на зиму, а большими стаями зимуют тут. До места нашего отдыха от парка Красный Ключ на наших джипах ехать примерно 10 минут. А то, что по пути имеется довольно популярная сеть магазинов, мимо которых мы не могли проехать, в очередной раз говорит о том, что село весьма развито и своей наполненностью и популярными магазинами, а также наличием в них напитков, которые не оставят туристов в беде. Водка. All kinds of водка. У вас что, джип в Москве? У нас джип здесь. Обедать! Время обеда. Все на обед пришли. Рассаживаемся. 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 Да. Ключи от хаты в кармане у бабушки, а я сижу на кухне, хаваю оладушки, такие смачные, Нормально, такие отдыхаем. вкусные. Сижу и думаю, достать где капусты мне. Отдельного внимания заслуживает процесс приготовления ужина, а именно шашлыка. Одно ожидание чего стоит, что вот-вот будет готово наиболее популярное блюдо выходного дня. Неповторимый запах дымка от натуральных углей, стекающий сок хорошо прожаренного мяса, запах овощей – все это, конечно, под интересные обсуждения и песни под гитару. А по окончании приготовления нас ждали дружественные посиделки за столом. Вот уж настоящий праздник, встречи друзей, большинству из которых уже за 30. Вопреки всем устоявшимся традициям посещения бани, мы с полными животами все же отправляемся париться и купаться. Причем не только в местном бассейне, но и прямо в реке Кариидель, несмотря на довольно высокий уровень воды. Куда собрались? Я видео хочу снять клёвое. Нет, скажи мне, как блогер. Добрый вечер. Мы сейчас ведем репортаж из бани и собираемся в речку. Ну что, баня баней, а купаться идти надо. А идем мы, друзья, в речку. Давай, давай, бегом. Или заново. Новые шлепки, так сегодня купил.
ребята, это классно. Красный ключ, отдых здесь, на берегу реки Уфа. Он очень потрясающий. Вода просто парное молоко. Да, вода высокая. Спасибо, как сказали местные жители Челябинской области, но оно того стоит. Мы такого никогда не видели, мы здесь впервые летом, и это круто. На третий день погода нас порадовала солнцем, блики которого красиво падали на насаждения на участке. Чувствовалось настоящее лето, пели птицы, чистота воздуха чувствовалась каждым вдохом. Но от того, что выходные заканчивались, было немного грустно. По мне, это особенно было заметно, и хотелось попытаться максимально растянуть время пребывания. Ну, у тебя как тебе? Понравилось? Что запомнилось особенно? Мне все запомнилось. Очень ем. Да. Семен, как тебе? Как отдохнул? Отлично. Что больше всего запомнилось в отдыхе? Все запомнилось. Вера, пару слов. Прикольно. Мало искупались, но я хочу еще купаться. Ну, блин, лето еще Дни, поллета. когда мы тут были, тут было, не было солнца, мы приезжаем, тут солнце. Ну, так вот, такая жизнь. Но баня была хорошая. Пару слов об отдыхе. Все супер. Правда, погода немного подвела, но из-за того, что не было жары, благодаря этому было еще лучше. Так что вообще все класс. Екатерина, Валерий. Запомнилась речка и шампанское с утра. Спасибо. Кирилл Германович, я, конечно, вас отвлеку немножко. Да. Пару слов об отдыхе, пожалуйста. Все здорово, все отлично. Спасибо за то, что все собрались. Спасибо за организацию. За организацию спасибо всем. Было классно. Елена, ты подписываешься под каждым словом Кирилла? Я подписываюсь под каждым его словом. Это я знаю. И поддерживаю. Поддерживаю. Конечно. Спасибо за организацию. Спасибо за организацию. И за отдых. И за отдых. Все понравилось. Очень понравилось. Пожалуйста, пару слов об отдыхе. Как вам вообще в целом? Можете выйти из машины, кстати, было бы неплохо. Ну ладно, хорошо, сидите. Супер, классно. Отлично. Как вам? Великолепно. Классно, понравилось? Хорошо. Контента наснимала. Выложишь? Ладно. Ну и апогеем. Матвей, как отдохнул? Как тебе в целом? Как баня? Понравилось? Речка? Хорошо. Погода? Павловский парк? Отвратительно. Ок. Отлично. Очень все понравилось. Баня восхитительно, потрясающе. Бассейн тогда практически не пригодился, потому что мы прыгали в реку. Вода была на вершине, а сейчас она на низине, но нас это не остановило. И мы купались в
увидите кадры, или уже видели, с плаванием нашим и прыганием в реку Матвея и Веры. Вот, а в целом все отлично. Палский парк отвратительный. Завершающим чекпоинтом наших выходных было место, посетить которое мне советовали уже неоднократно, путь до которого пролегал через действующую Павловскую гидроэлектростанцию. Удивительное место. С одной стороны нам открываются виды на бескрайнее Павловское водохранилище, а с другой на реку Кариидель. Наслаждаясь всей этой красотой, мы оказываемся уже в Благовещенском районе, красоты полей и лесов которого тоже никого не оставят равнодушным. И вот среди всей этой невероятной красоты расположился уникальный комплекс – Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь расположен в живописной горно-лесистой местности Благовещенского района Республики Башкортостан. Святые Кустики – древнее народное название этого места. Оно произошло от группы деревьев, стоящих на некотором возвышении, 3 берез и 2 ив, которые переплелись между собой. Именно здесь с середины XIX века жителями окрестных сел и деревень наблюдались различные чудесные явления. Ну вот мы и приехали в Святые Кустики, друзья. Если честно, во многом этот комплекс напоминает Новоафонский монастырь в Абхазии. Ну да, это тоже монастырь мужской, Святые Кустики. Что все стоят, собственно, я пока не знаю. Пойдемте смотреть территорию. Конечно же, друзья, как и во всех таких святых местах, обязательно мужчинам, женщинам юбки, никаких шорт, все должно быть прикрыто, волосы должны быть у девушек закрыты косынькой. Юбка, а не штаны. И юбка, а не штаны, ни в коем случае. Юбка, а платок. Ну что ж. Конкретно у меня и у меня. Модно, отлично. Давайте гулять по комплексу. До революции на этом месте находился основанный в 1901 году Георгиевский женский монастырь. Просуществовала обитель до 1927 года. Монахов заставили покинуть монастырь, а в 30-х годах власти вовсе приказали сравнять святое место с землей. В конце 90-х годов православная церковь решила не оставлять святое место пустым. И уже в 2002 году был учрежден Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Ну и вот, собственно, сам храм. Мужской монастырь же берет свое начало в 1998 году, когда архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон, ныне митрополит, в память о подвижниках былых времен, возрождая молитвенный подвиг на этом святом месте, благословил создание в Святых Кустиках Георгиевского скита Успенского мужского монастыря города Уфа. Первая литургия прошла под открытым небом на месте дореволюционного Вознесенского храма. В то же время началось строительство деревянных келей. А летом 2000 года продолжилось возведение храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Более 20 лет прошло с момента основания мужского монастыря в Святых Кустиках. Сегодня Святые Кустики – это огромный туристический комплекс, но это нисколько не мешает оставаться этому месту потрясающим, с чистой энергетикой. Находясь там, несмотря на колоссальное количество туристов, ощущается спокойствие, умиротворение. Ландшафтный дизайн невероятно впечатляет своей красотой, и ненароком начинаешь верить, что это место, где душа исцеляется. Красота храма тоже никого не оставит равнодушным, как снаружи, так и внутри. Хочу отметить, что фото- и видеосъемка на территории комплекса не благословляется. Так что ваш покорный слуга ради красивых кадров заработал себе еще один грех в свою и без того не пустую копилку. Ну что ж,
Будем надеяться, что ничьих чувств этим видео мы не затронем. Друзья, ну, в общем, классно, красивое место, потрясающее, очень такое приятное для души, спокойное для местонахождения, умиротворенное, тихое. Очень рекомендую посетить Цветы и кустики, Благовещенский район, относительно недалеко от Павловки. И в целом дорога очень даже хорошая, хотел бы это отметить. Так что на этом наше путешествие на сегодня заканчивается. Давайте, до встречи в следующих роликах. Пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Матвей Ядренкин. До встречи. Приехали. Сейчас кто-то выходить будет.